Голосование проходит с соблюдением всех правил безопасности. Процедура не занимает много времени. Те, кто пришел без масок, средства защиты выдают на месте. На месте же проверяют температуру и дезинфицируют руки. В зал, где проходит голосование, пускают сразу несколько человек. Это только потому, что здесь разграничена четкая дистанция в 2 метра. А уже после того, как гражданин отдал свой голос, он направляется к отдельному выходу и покидает помещение. Голосование абсолютно безопасно. К урнам пускают только по одному, а до этого каждый ждет своей очереди и показывает паспорт, но не дает в руки, как это было раньше. Алаудин Евлоев, прежде чем прийти и отдать свой голос за грядущие перемены, тщательно проштудировал каждую статью. По всем параметрам, многим пунктам она мне как бы близко и подходит. Есть в Конституции пункт такой, что я уже возраст пенсионера. Там есть такие поправки ниже прожиточного минимума и индексации каждый год. Также есть и по границам тоже имеется там статья, что незыблемость границ есть тоже подходит. Есть там еще пункт волонтерства, тоже про волонтеров, про медицину описано. Есть еще много таких пунктов, которые приемлемы, которые людям и старшего, и среднего, и младшего возраста, которые могут найти себя в этом пункте, какие-то это самое. Есть про чиновникам, что не имеют гражданства, двойное гражданство не могут иметь чиновники. На расстоянии 1,5 метра они стоят и ждут своей очереди для того, чтобы проголосовать за будущее России. Поправки направлены на то, чтобы укрепить трудовые права граждан, зафиксировать принципы индексации, установить адресный характер поддержки людей, оказать помощь многодетным семьям. Все эти понятия переводятся на конституционный уровень. Новая конституция, поправки идентичности, национальной идентичности, административных границ, также религия, где вот прописано новая конституция. Из-за этих поправок и других решил сегодня прийти и исполнить свой гражданский долг, проголосовать. Только в селении Икажево с 8 утра начали свою работу 6 участковых избирательных комиссий. Члены участков вместе с наблюдателями в первой половине дня обрабатывали заявки людей, которые решили проголосовать вне помещения. А сейчас до 8 вечера здесь продолжают принимать людей на месте. Так как у нас сегодня только лишь первый день голосования, я считаю, что у нас явка довольно-таки хорошая. По 30 включительно будут в течение дня. И, конечно, основной день голосования 1 июля. Я надеюсь, что наши избиратели охотно все придут и проголосуют за поправки Конституции Российской Федерации. Полной защитной экипировки и на участковой избирательной комиссии в селении Алиюрт. Обязательная дистанция, движение по стрелкам, все строго по регламенту. За соблюдением правил и процесса голосования следят наблюдатели. Голосование проходит в штатном режиме, нарушений никаких зафиксировано у нас не было. Выезжали вместе с избирательной комиссией, выезжали наши наблюдатели на выездные участки к людям, которые не могут сами прийти проголосовать. Также на участке без нарушений, средства защиты все есть. В принципе, все проходит в штатном режиме, за это мы отчитываемся. Не оставаться в стороне, когда здесь и сейчас решается важный вопрос для государства и прежде всего для его жителей. Поправки, касающиеся в части доступности медицины, жители считают особенно необходимыми. Прежде всего, если граждане проголосуют за поправки, то получат новые социальные гарантии, которые были невозможны в 1993 году. Эта конституция была принята в 90-х годах при Ельцине. Она была принята для олигархов, не для народа. Сейчас она принята для народа, принимается. В селении Алиюрт всего 2 избирательных участка. Голосовать можно по месту нахождения, даже если гражданин не успел оставить заявление заблаговременно. Эту проблему можно решить на месте. Голосовать на участках разрешают только от 8 до 12 человек. По количеству, если из числа избирателей, я думаю, явка неплохая на первый день. Голосование продлится неделю. Подсчет голосов начнется в основной день, 1 июля, после 8 вечера. Проголосовать можно на любом участке, бесконтактно, на дому и даже во дворе. Важен каждый голос. Зелимхан Калоев, Асхаб Белакиев, Новости 24.